الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Выдающийся ученый лучезарной Медины Абу Абдуллах Малик ибн Анас, ставший известным под именем имам Малик, родился в 93 году хиджры в районе Зи-Марва в Джарфе, близ города Медины. Имея неутомимую тягу к исламским знаниям, Малик с детства стал обучаться кораническим наукам у признанных авторитетов своего времени. У одного ученого будущий имам изучал Коран, у другого толкование к нему, у третьего хадисы. Фикх же Малик изучал у известного мединского ученого-богослова Рабии ибн Абу Абдур-Рахмана. 13 лет провел в кружке знатока исламского права Ибн Гурмуза, посещал собрания потомка пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и тарикатского шейха Джа'фару Садика. Среди его учителей также были такие выдающиеся ученые, как Ибн Шихабу Зухри, один из первых письменных фиксаторов Корана, Нафи, знаток хадисов и законовед ислама, Раби'ат ар-Ра'i, выдающийся факих эпохи табиинов и один из муфтиев лучезарной Медины, Амир ибн Абдуллах ибн Зубайр, внук знаменитого сподвижника пророка Зубайра ибн Аль-Ауама и многие другие. Особый интерес у имама вызывали хадисы, изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Перед тем, как приступить к их рассказу, он обновлял ритуальное омовение, совершал двухракатный намаз, после чего садился, расчесывал бороду и использовал благовоние, оказывая тем самым почтение хадисам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Впоследствии имам Малик напишет всемирно известную книгу Аль-Муатта, в которой систематизировал и собрал известные ему достоверные хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Благодаря своему упорству, настойчивости, терпеливости и выдающимся способностям, которым наделил его Всевышний Аллах, Малик ибн Анас за короткий срок стал самым авторитетным факихом Медины, о котором уважительно стали говорить: никто не может издавать фетвы, пока имам Малик находится в Медине. К Медине у имама было особо трепетное отношение. Он очень желал быть погребенным в городе, где покоится сам посланник Аллаха, и, боясь умереть за его пределами, он покинул его лишь единожды, во время совершения хаджа. Мединцы тоже отвечали взаимностью своему имаму. Указывая на его высокую степень перед ними, они дали ему титул имаму Дар-иль-Хиджра, то есть духовный лидер Медины. Люди, желающие получить исламские знания, стремились к нему. Обучать людей он начал в 17 лет и продолжал делать это на протяжении следующих 70, вплоть до самой смерти. Даже те, у которых поначалу учился будущий имам, позже сами стали посещать уроки Малика ибн Анаса, да будет доволен им Аллах. Передается, что основатель первого мазхаба, великий имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сидел в присутствии имама Малика с таким почтением, с каким сидят в присутствии своего учителя, хотя и был старше по возрасту и не менее сведущим в области исламских наук, чем имам Малик. Люди часто отправлялись в путь только ради встречи с имамом Маликом. Перед домом имама была постоянная толпа из тех, кто хотели изучать религиозные науки, и имам Малик, как истинный мусульманский ученый-богослов, делился своими знаниями, не утаивая ничего. Когда между людьми возникали какие-либо споры или неразрешимые вопросы, ученые отправляли их именно к имаму Малику. В 40-летнем возрасте, взяв разрешение у 70 алимов, занимавшихся обучением людей исламским наукам в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, имам Малик основал собственный кружок по обучению исламским наукам. Каждый, даже самый незначительный вопрос, имам Малик исследовал со всей возможной тщательностью, проявляя редкое терпение и настойчивость. Имам Малик, да будет доволен им Аллах, любил повторять: половина знания – способность сказать, что ты не знаешь. Рассказывают, что однажды к имаму Малику издалека прибыла группа людей в надежде получить ответы на некоторые шариатские вопросы. Однако имам сказал, что из 40 вопросов на 36 он не знает ответа. Они сказали: «О имам, мы приехали издалека, оставив позади длинный путь. Чтобы ты развеял наши сомнения в этих вопросах, и что же мы скажем тем, кто ждет этих ответов?» Имам ответил:
вы скажите им, что Малик не знает». И как бы чужестранец не настаивал и не просил дать ответ на его вопросы, имам лишь повторял: «Я не знаю». Указывая на серьезность и большую ответственность вынесения фетвы, шариатского решения, и недопустимость легкомысленного отношения к этому важнейшему вопросу, имам Малик ибн Анас говорил: «Когда кто-нибудь спрашивал людей, имевших знания, которых мне довелось встретить из предыдущего поколения, они опасались давать ответ. Но люди нашего времени любят давать фетву без колебания. Знали бы они, с чем им предстоит встретиться завтра, они бы отказались от этого». Умар, Али и Алкама являлись одними из лучших сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако, когда кто-нибудь задавал им вопрос, они советовались с другими сподвижниками перед тем, как давать ответ. Но, к сожалению, фетва стала гордостью людей нашего времени. Также Малик говорил: кто хочет давать фетвы на вопросы, должен сперва представить себя стоящим между раем и адом и поразмыслить перед тем, как давать ответ, над тем, как он собирается спасать себя в будущей жизни. Современники описывали имама Малика как очень богобоязненного и благочестивого человека, посвятившего всю свою жизнь служению религии Аллаха. Он обладал прекрасной памятью, отличался глубокими познаниями в области грамматики и лексики арабского языка. Выказывая уважение к религиозным наукам, он избегал общения с теми, кто вступал в богословские дискуссии ради приобретения славы. За всю жизнь имам Малик прошел через множество испытаний, тягот и лишений. Поначалу Малик ибн Анас жил очень бедно. Порой ему не на что было покупать даже хлеб. Но ни разу его рука не потянулась за подаянием. Даже в самые тяжелые дни Малик ибн Анас внимательно следил за своим внешним видом. Глядя на него, можно было подумать, что он вполне обеспеченный человек, если не сказать богатый. Так имам Малик довольствовался малым и утаивал от людей свою бедность. Но когда по причине широкого распространения его знаний и учеников к нему стало стекаться много богатств из разных уголков, он расходовал их на благотворительные цели. Ученик Малика ибн Анаса и основатель одного из 4 мазхабов, имам Шафии, да смилуется над ним Аллах, как-то сказал: «Я увидел у ворот Малика табун скакунов из Хурасана и мулов из Египта, красивее которых мне не доводилось видеть. И я сказал Малику, да смилуется над ним Аллах: как они прекрасны!» А он в ответ молвил: «Это подарок тебе от меня, о Абу Абдуллах». Я ему сказал: «Оставь себе одного из них, будешь ездить на нем». Он ответил: «Поистину мне стыдно перед Всевышним Аллахом топтать копытами животного землю, по которой ступала нога пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Такова была его щедрость и уважение к земле Медины, в которой покоится пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Еще был случай, когда имам Малик рассказывал хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Скорпион ужалил его 16 раз, но, проявляя уважение к словам посланника Аллаха, благочестивый ученый не прервал свой рассказ, хотя и чувствовал неимоверные муки. Так сильны были любовь и уважение имама Малика к благословенному пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Как-то у знаменитого передатчика хадисов имама Аль-Бухари спросили, какой иснад следует считать самым достоверным и надежным из всех возможных, на что последовал ответ: самый лучший иснад – это когда Малик, то есть имам Малик, передает хадис от Нафиа, а тот от Ибн Умара, который передает от пророка, мир ему и благословение, указав тем самым, какой великой степенью благочестия, праведности и правдивости обладает имам Малик ибн Анас, да смилуется над ним Аллах. Имам Малик прославился не только как выдающийся факих, знаток исламского права, но и получил всеобщее признание как великий мухаддис, то есть специалист в науке о хадисах. Он изучал рассказы, переданные от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснение аятов Корана, биографические рассказы сподвижников о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, объяснение Корана и хадисов, сделанные сподвижниками, и их образ жизни. Изучив все это до мельчайших подробностей, Малик ибн Анас составил свой знаменитый во всем исламском мире труд Аль-Муатта, в котором собрал около 1000 достоверных хадисов. Имам Малик настолько тщательно отбирал хадисы для своей книги, что он не включил Аль-Муатта
даже рассказы, переданные своим отцом Анасом и дядей Рабия, со ссылкой на его деда. Труд имама Малика явился одним из первых письменных трудов в области хадисоведения и стал большим событием во всем мусульманском мире. Халиф мусульман того периода Харун Рашид даже предложил выставить Муатта в Каабе и обязать всех мусульман следовать имаму Малику во всех правовых вопросах. Но, проявляя великую скромность и простоту, присущие истинным мусульманским ученым, имам Малик отказался. Имам Шафии, ученик Малика ибн Анаса и будущий основатель собственного мазхаба, давая оценку книге своего учителя, говорил: «Не появилась на земле ни одна книга после книги Аллаха, более достоверная, чем книга Малика, то есть Аль-Муатта». Стоит отметить, что в то время еще не существовали такие известные сборники достоверных хадисов имама Аль-Бухари и Муслима, признанные учеными ислама самыми достоверными книгами после Корана. Кроме книги Аль-Муатта, имам Малик оставил после себя такие труды, как Аль-Мудауанатуль Кубра, Китабу Сир, Рисалату Маликин иля Лайс, Фи Иджмаи Ахлиль Мадина и многие другие. Со временем слава имама Малика распространилась повсюду, и ученые из разных частей исламского мира того периода считали большой честью сидеть в кружке имама и слушать его уроки по хадисам и наставления по различным юридическим и правовым вопросам. Многие из них делали обширные заметки и копировали книгу имама Малика Аль-Муатта. Одними из самых известных среди которых были такие ученые, как Ибн Шихаб ас-Зухри, один из первых письменных фиксаторов хадисов, Суфьян ас-Саури, знаток хадисов, Аузаи, выдающийся мусульманский законовед, один из самых авторитетных богословов Шама всех времен, Суфьян ибн Уяйна, хадисовед и факих, Абдур-Рахман ибн Махди, передатчик хадисов, Абдулла ибн Мубарак, получивший знания у 4000 ученых-богословов, и, конечно же, великий имам Шафии, основатель собственного мазхаба и любимый ученик имама Малика, и многие-многие другие, да будет доволен ими Аллах. Число ученых в разное время приезжавших к нему учиться, по некоторым данным, достигает 1300 человек. В последние годы жизни здоровье имама Малика пошатнулось, и он уже не мог посещать мечеть. Но обучение исламским наукам он не прекратил. До последнего имам принимал учеников в своем доме и с радостью помогал им утолять жажду знаний. Имам Малик относится к третьему поколению людей, живших после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, табиут табиинам, и является лучшим из их представителей. Оставив после себя множество научных трудов и целую плеяду выдающихся ученых, которые благодаря его стараниям достигли больших высот в познании ислама, после 70 лет наставления людей на путь ислама, в понедельник, 14 числа месяца Рабиуль-Ауаль, 179 года по мусульманскому летоисчислению, в лучезарной Медине, в возрасте 86 лет, Малик ибн Анас покинул этот бренный мир. Ритуальное купание имама совершили Ибн Канана и Ибн Аз-Зубайр, а погребальную молитву возглавил эмир Медины. Говорят, перед смертью Малик ибн Анас произнес свидетельство веры и процитировал 4-й аят суры Ар-Рум. Похоронен имам Малик на кладбище Аль-Бакия в лучезарной Медине. В наши дни последователей мазхаба имама Малика можно найти в Верхнем Египте, Судане, Тунисе, Алжире, Марокко, Мали, Нигерии, Чаде, а также в государствах Персидского залива Кувейте, Катаре и Бахрейне. Благодаря имаму Малику был собран и написан весь мединский фикх. Среди его учеников были даже халифы и основатели собственных мазхабов и многие известные личности того периода. Благодаря имаму Малику до нас дошло множество благородных хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Малик прожил яркую и полную свершений жизнь и оставил глубокий след в истории ислама и сердцах мусульман. По всему миру возведены множество мечетей и медресе, носящих имя этого великого имама. Да сделает Аллах нас из тех, кто жил и умер на пути следования истинным ученым ислама, людям, посвятившим всю свою жизнь служению Аллаху и следованию Его наказам. Аминь.